Последний весенний месяц в Молдове посвящен Дню Европы. Делегация Европейского Союза в Республике Молдова совместно с посольствами стран-членов ЕС, аккредитованными в Республике Молдова, начиная с 5 мая организует серию культурных, просветительских и интерактивных мероприятий, посвященных Дню Европы. Вот уже второй год подряд на телевидении, радио и в интернете предлагаются различные мероприятия, посвященные празднованию Дня Европы в Молдове. Интервью, концерты, документальные фильмы и другие. Сегодня телерадиокомпания АТВ предоставит вашему вниманию интервью с чрезвычайным и полномочным послом Латвийской Республики в Республике Молдова, его превосходительством Улдис Миткусом. Добрый день! Рады приветствовать вас в студии телерадиокомпании АТВ города Камрад. Наше интервью пройдет в онлайн-режиме. Господин посол, мы вас приветствуем из Гагаузии. Здравствуйте, и я рад пообщаться с вами и с жителями Гагаузии. Дни Европы в Молдове отмечают под девизом ЕС «Единство через многообразие». Какой посыл несет этот девиз для жителей Молдовы и как этот праздник отмечается в Латвии? Ну, вы знаете, в Евросоюз входят 27 государств. Это значит 27 разных культур, ну, не совсем 27 разных языков, но все-таки и многообразие языка, и многообразие достаточно много чего другого, повседневной жизни, климата, ну, назовите, что хотите. И вот, но несмотря на это многообразие, в Евросоюзе мы едины насчет стремления к ценностям, к демократическим стандартам, к улучшению жизни своей, жизни в целом и так далее. И я думаю, что это в принципе и относится к Молдове. То есть люди разные, многообразные, и, конечно, по возрасту, и по месту жительства, и по характерам. По интересам, ну, если говорить насчет, скажем, национальных меньшинств, и по языкам, и по культуре. И, конечно, Гагаузия этому очень прекрасный пример. Но в то же время, я думаю, тут существует это единство стремления, опять, к улучшению жизни, к хорошему, процветающему будущему. И, ну, это и в принципе есть этот посыл единства в многообразии, как в Европейском Союзе, так в принципе и в Молдове. Если говорить, как мы отмечаем День Европы в Латвии, это обычно, скажем так, гораздо побольше внимания в этом конкретном дне или неделе, или даже большем промежутке времени в мае месяце, когда существуют разного рода конкурсы, ориентировочные маршруты, лекции в школах о Европе, Европейском Союзе, немножко истории, немножко практических элементов. Я знаю, что в этом году и в прошлом много было встреч юношей, школьников, студентов первых курсов с теми людьми, персонами из Латвии, которые работают с европейскими вопросами, которые работают, скажем, в Брюсселе или где-то в другом месте, но непосредственно с вопросами, касающимися ЕС. Также перед пандемией распространено было открытие дверей разных институций, связанных каким-то образом с Европейским Союзом. То есть, в принципе, это побольше, гораздо побольше внимания к Европе, вот День Европы, почему он такой и какой смысл вот конкретно этой дате 9 мая. А какие еще национальные праздники отмечаются в вашей стране? Вот интересно было бы узнать. Ну, вы знаете, во-первых, конечно, самое главное – это то, что связано со страной как таковой.
Это дата провозглашения нашей независимости, 18 ноября 1918 году была провозглашена Латвийская Республика как независимая страна после Первой мировой войны. Ну, как вы знаете, история прошла так, что в 1940 году мы прошли через оккупацию, во-первых, советскую, потом в течение Второй мировой войны была оккупация нацистских сил, и потом опять советская, которая длилась до начала 90-х. И вот 4 мая 90-го года, и это еще одна очень знаменательная дата, была декларация. Высший совет, тогдашний парламент Латвии, принял декларацию насчет восстановления независимости. Это 90-й год, 4 мая. То есть эти две даты. Плюс, если вот говорить насчет не только страны, но народа, обычаев, это обычно 23-24 июня. В Латвии мы это называем Лигуа, и это, в принципе, получается примерно летнее солнцестояние, когда вот самый-самый длинный день и самая короткая ночь. В принципе, ну, это такой народный праздник, мы все идем к природе, сидим до утра, и самое-самое главное, что нужно делать этой ночью, это встретить солнце, когда оно поднимается. И тогда, в принципе, уже дальше год будет... благополучным, да? Конечно. Спасибо. Молдова, как и Латвия, примерно одинаковой численностью населения, если я не ошибаюсь, конечно. Там в Латвии проживает более 25% русскоязычных населений. Скажите, пожалуйста, вот каким образом решается проблема нацменьшинств в Латвии? И каким вы видите решение данного вопроса у нас, в Молдове? Ну, вы знаете, я бы не согласился с формулировкой «проблема нацменьшинств». Я не думаю, что... То есть как таковой нету? Нет, не хочу говорить насчет того, что вот существует проблема национальных меньшинств как таковых. Нет. Что касается нашего опыта Латвии, скажем, если мы говорим о языках, конечно, в первую очередь, это государственный язык, знание которого, ну, в принципе, без знаний которого нельзя пройти не через полное обучение в школах, не вступить в университеты и, ну, наверное, мало возможностей и получить хорошую работу в стране. То есть знание латышского языка как государственного языка, ну, я бы сказал, ключевой элемент для обучения, для вступления уже на работу. В то же время, что касается политики Латвии, правительства Латвии, это, конечно же, поощрять любыми способами и развитие культуры и языка национальных меньшинств. И практическая деятельность тому пример. У нас существует примерно 100 школ национальных меньшинств, где дети, ребята от семей, где, ну, скажем так, родители в семье общаются на другом языке, могут и, во-первых, развивать знание языка, своего языка, во-вторых, культуру, историю, элементы истории и ихнего народа, то есть народа национального меньшинства. Конечно, в школах существует пропорция, и это меняется, когда дети вырастают, пропорции обучения на языке национального меньшинства и на государственном языке. И тут мы приходим и к результату, в принципе. То есть, когда уже юноша заканчивает школу,
у него есть, во-первых, знание государственного языка на хорошем или очень хорошем уровне, а также и знание языка своих родителей, своих предков. И, в принципе, ну, тут мы говорим насчет вот этой практической и политической основе, как мы, как Латвия, работаем с представителями национальных меньшинств. И мы считаем и думаем, что эта модель действительно работает и работает хорошо. Второй момент, если говорить насчет знаний государственного языка, существует много курсов, бесплатных курсов, где любая персона, которая заинтересована, может идти, зарегистрироваться и обучаться уже языку непосредственно. Вот, скажем, как послу, я немножко удивился, вот когда я приехал в Молдову, у меня было желание, и это желание еще есть, и я еще действую, я в процессе обучения местного языка румынского. И я был немножко удивлен, что не так уж много возможностей обучаться, не так уж много возможностей найти эти опции. Я нашел свое, и какой-то путь прошел, но я думаю, что тут есть, наверное, потенциал расширить возможности, чтобы выучить румынский действительно, ну, таким надежным и хорошим способом. В одном из интервью вы заявили о том, что Молдова является приоритетным получателем от Латвии помощи, нацеленной для развития нашей страны. Также было заявлено, что за это время реализовано более 85 двухсторонних проектов. Мой вопрос: почему для Латвии так важно помогать гражданам Молдовы? И каков результат? И иными словами, видите ли вы эти изменения в развитии нашей страны, и в каких сферах это ощущается? Вы знаете, мы как Латвия, и вы уже в начале интервью упомянули, ну, мы страны, в принципе, у которых много параллелей. Во-первых, и число жителей плюс-минус более-менее одинаково, и по территории мы не так уж различны. Также у нас все-таки существует какая-то часть общей истории. Вы знаете, с начала 90-х мы прошли свой путь, прошли, конечно, с разными препятствиями, с ошибками, разными политическими конъюнктурами и так далее. Но все-таки прошли, вот достаточно успешно интегрировались в евроатлантические структуры и прошли вот через путь реформ, путь перемен. И, знаете, ну, мы чувствуем, что, во-первых, мы можем дать свой опыт, свои передовые практики нашим партнерам и Молдове в том числе, как одному из действительно приоритетных партнеров. И главное, у нас есть желание это передавать, ну, чтобы, по крайней мере, вы, скажем так, не допускали тех же ошибок, которые мы проходили. Или меньше допускали хотя бы. Или меньше, или действовали получше. Ну, вот есть и этот опыт существует, и есть это желание передавать действительно этот опыт и практики. И уже с 2005 года Молдова является приоритетным партнером помощи, и за это время почти 1,5 миллиона евро со стороны Латвии было инвестировано в разные вот двухсторонние проекты. Могу, скажем, назвать, ну, первое, что у меня в уме, это поддержка местным группам сельских местностей для, ну, развития вот именно мест в регионах. Селах, да? В селах, в районах, в регионах. Да, для развития вот этой системы.
Или же, что очень интересный проект, это служебные собаки для пограничной полиции. Да, очень. И, в принципе, система эта была внедрена по модели Латвии, и даже вот первые служебные собаки были привезены из Латвии. То есть я очень-очень рад видеть, как вот эта система пограничной полиции развивалась, Работает, и так далее, и тому подобное. То есть есть вот этот конкретный момент и желание, и наличие опыта, и поэтому мы помогаем, поэтому мы и хотим прийти на помощь. Сегодня мы наблюдаем в Молдове очень большой отток населения. В основном люди уезжают на заработки. Как Латвия справляется с оттоком населения? И есть ли у вас проблемы миграции? И возможно ли у нас остановить этот отток населения? Вы знаете, я начну с того, что скажу, что свобода действия и также свобода движения – это хорошо, очень хорошо, потому что человек сам может принимать решение оставаться в конкретной стране или же, может быть, уезжать куда-то в другое место, есть где, право выбора. Жизнь получше, экономические возможности получше, уровень жизни и так далее. То есть запретить это ни в коем случае не надо. И нельзя, в принципе, правильно. Что мы делаем и что мы делали как Латвия? Конечно, и перед нашим вступлением в Европейский Союз в 2004 году, и первые годы после, и наши граждане, жители Латвии начали использовать больше и больше эту возможность, которая появилась с нашим вступлением в Евросоюз, уезжать, скажем, в Великобританию или Ирландию, которые были первые пара таких очень популярных целей, или потом уже в скандинавские страны, для того, чтобы, да, действительно найти работу и устроить себе, как говорится, жизнь получше. Что мы делали, как Латвия? Во-первых, постоянный процесс улучшения качества жизни, уровня жизни на месте в Латвии, повышение стандартов. Это все помогает, как говорится, выстроить свою среду в своей стране. И, таким образом, это уже является таким стимулом для, скажем, жителя, чтобы возвращаться в страну. Хочу остаться или же все-таки хочу уехать в незнакомое место, незнакомые круги людей и так далее. То есть это первое, это постоянный процесс, который идет еще и сегодня, конечно. Во-вторых, это целенаправленная работа с диаспорой, которая началась где-то лет 5, 6, 7 назад в Латвии, то есть усиление контактов с организациями диаспор, через них, как говорится, контакты наших исходцев, то есть граждан Латвии, тех, которым Латвия дорога и так далее. То есть целенаправленно работаем. Есть даже специальный закон насчет диаспоры в Латвии. И, конечно же, также были созданы стимулы для возвращения. Во-первых, возможности легче образом получить жилье, скажем, квартиру, или же легкие возможности открывать свой бизнес в тех или иных сферах экономики и так далее. То есть целенаправленно работаем и в то же время осознаем, выбор существует, и это хорошо. То есть помогаете своим гражданам вернуться обратно в любом случае.
Латвия вместе с другими прибалтийскими странами вступила в ЕС в мае 2004 года. Что принесло вступление Латвии в ЕС в жизнь ваших граждан? Вот, какие преимущества, а может недостатки какие-то получила ваша страна? Повысился ли уровень жизни в Латвии? Вот, плюсы-минусы, если можно. Тут есть несколько аспектов. Во-первых, чисто с экономической точки зрения. Ну, знаете, перед вступлением мы должны были пройти вот путь перемен, путь реформ в разных сферах экономики, хозяйства, системы государственной в целом и так далее. То есть это мы прошли, и это дало или улучшило общую среду в стране в целом, то есть и прогнозируемое побольше, и прозрачное, и так далее и тому подобное. Конечно, у нас был доступ и к европейским фондам для этого, то есть достаточно много инвестиций было вложено, и поддержка была вложена в инфраструктуру, в экономику, чтобы вот мы смогли этот путь пройти успешно и вступить в ЕС. Также наша экономика, скажем, первые годы, с 2004 по 2007-2008, поднялась на действительно большую такую цифру, больше даже 30% внутреннего валового продукта, если сравнить вот 4-й, 7-й или 8-й год. И в целом, если вот сравнить с теперешней датой, уровень жизни в Латвии повысился действительно существенно. То есть это первый, экономический фактор. Второе, может, так побольше с философической точки зрения, опять, и демократические ценности, и стандарты, свобода речи, свобода, вот разные выборы, свобода выбора в разных сферах жизни, это тоже, как говорится, идет и существует, и повышается как стандарты в Латвии. И мы чувствуем это и в своей повседневной жизни. В-третьих, конечно же, это свобода продвижения. То есть можем ехать в другую страну Европейского Союза без каких-либо формальностей, берем свою карту идентификации и просто едем, садимся в самолет, садимся в машину и едем. То же самое касается и работы в другой стране Евросоюза. То же самое касается и компаний, которые могут беспрепятственно работать на едином рынке Евросоюза. Это то, опять, что мы чувствуем, что, я думаю, каждый или каждый второй гражданин-житель чувствует в своей жизни. И, конечно же, последнее, но тоже очень важно, единая валюта. Я скажу, очень удобно. Если, скажем, вот сел в самолет в Латвии, у тебя кошелек, там несколько евро, едешь, как должностное лицо в Брюссель для участия, скажем, в одной из рабочих групп, которых достаточно много, и там выходишь, скажем, на обед, и не надо искать пункт обмена валюты. Посмотрев в кошелек, вот тот евро, который в Латвии, он же годен и в Брюсселе, в Бельгии, или в Португалии, или где-то еще. Очень выгодно, просто покупаешь свое кофе, свой обед и радостно не теряешь время. То есть плюсов много, а минус в чем-то есть? Вы знаете, даже задали вопросы, я затрудняюсь сейчас найти какие-либо минусы. Точно. Вы знаете, как у нас, как для страны, как Латвии, наша независимость была провозглашена более чем 100 лет назад, и вступление в Евросоюз в 2004 году было как восторжествование исторической справедливости. И наш народ сказал четко,
в референдуме, когда задавали вопрос, хотите ли вы вступить в Евросоюз, 2/3, 67% сказали, да, мы хотим, четко и беспрепятственно. И вот так и есть. И я действительно затрудняюсь найти даже при желании какие-либо минусы нашего членства в Европейском Союзе. Примерно год назад вы с рабочим визитом посетили Гагаузию, встретились с Башканом Ириной Влах, обсудили возможности расширения сфер сотрудничества. Можете ли вы поделиться, какого рода сотрудничество будет с Гагаузией? Какие проекты планируются или, может быть, уже реализуются на территории автономии? Вы знаете, как говорится, пандемия, увы, пришла внезапно и как-то уже достаточно надолго. И это и повлияло на идеи и на перспективы немножко сотрудничества с Гагаузией, с автономией. Я могу один пример сказать. У нас были очень хорошие идеи помощи детям с ограниченными возможностями. И, в принципе, благотворительные проекты произвести, взять несколько детей из Гагаузии, привезти в Латвию, там возможности и организованные возможности и в Юрмале, и в других местах. Ну, то есть дать им возможность реабилитации, дать возможность на неделю, на немножко больше чувствовать себя отдохнувшими, дать им возможность немножко поменять эту среду. Но мы, точно скажу, вернемся, как только пандемия уйдет на второй план, вернемся к этой идее, вернемся и к другим идеям. Хочу сказать, что какое-то время назад, пару лет назад, по-моему, был один проект Европейского Союза, при поддержке Европейского Союза, и латвийские эксперты принимали участие. Это был функциональный анализ местных институций, то есть какие функции могут быть, скажем, сделаны более эффективно, что нужно поменять и так далее. То есть латвийские эксперты принимали участие, брали и скажем, какой-то опыт, примеры из Латвии, внедрили это и в практику. Рад сказать, что один из советов было создание специальной структуры для инвестиций, для поддержки инвестиций в Гагаузию. И мы видим достаточно все-таки хорошие результаты и хорошую работу и в этом смысле. То есть проекты есть, идеи, главное, есть. Перейдем пандемию, и тогда уже на полную катушку дальше. А это был единственный ваш визит в Гагаузию, или вы приезжали к нам еще? И как вы находите развитие в нашей автономии? Я был несколько раз в Гагаузии, то есть я был и с предпринимателями Латвии на инвестиционном форуме Гагаузии. Я считаю, это одним из лучших примеров такого форума в стране в целом. И желаю, чтобы идея этого форума и организация действительно оставалась регулярным. Я бывал и на, может быть, меньше формальных мероприятиях, как церемониальное собрание винограда, где мы приехали со всей семьей, и очень нам это нравится. Или на традиционный фестиваль Хедерлес. Да. То есть эти возможности есть. Я благодарен, что и я, как посол, могу приехать в более официальных целях. И, конечно, как мы с семьей можем поучаствовать, посмотреть традиционные мероприятия, традиции. Наши праздники, да, красивые. И ваши праздники, да.
Вы работаете не первый год уже в Молдове и наверняка наблюдаете, какой раскол у нас в обществе происходит в последнее время. Ну, одна часть населения тяготеет к евроинтеграции, другая к русскому миру. Вот такое разделение можно определить, ну, к примеру, 50 на 50, да, в Молдове. Это очень удобно политикам использовать во время предвыборных кампаний. Вот ваше мнение, интересно, как вот мы можем избежать манипуляций во время предвыборных кампаний? И как вы считаете, какое доверие, вот на ваш взгляд, к СМИ в Молдове? Конечно, ну, предвыборная кампания всегда такой чувствительный период, и есть много разных политических интересов политических сил настаивать на ту или другую информацию в информационной среде и так далее. Я думаю, что тут очень-очень важные элементы – это независимые медиа, сильные независимые медиа, которые могут давать, ну, скажем так, относительно объективную информацию. И, во-вторых, это также и общественные медиа, которые, ну, я думаю, по дефиниции должны обеспечить, по крайней мере, платформы для объективных дискуссий и дебатов между политиками, между политическими силами. Вы знаете, что касается Латвии, ну, мы тоже сталкиваемся с множеством разными элементами дезинформации. Есть распространение вот такой дезинформации с разными целями. И, в принципе, одна из целей – это раскалывать общество в целом. И, конечно, ну, это, ну, не та цель, которая была бы, ну, скажем, успешной и результативной. Что институции, что, скажем, правительство и эксперты делают в целом? Во-первых, что важно, это единая стратегическая коммуникация со стороны правительства, со стороны институций государственного сектора и, конечно же, положительные нарративы, но объективно положительные нарративы, чтобы людям, ну, давать возможность опять выбора, на что, кому следить, что слушаться и, может быть, анализировать побольше. Это вовлечение общества в смысле, скажем, усиление критического мышления, усиление медиаграмотности, дать, скажем так, возможность учиться этому, ну, понять, вот, какие источники информации. Анализировать, да, людям? Вот анализировать. Что ложь, что правда, или же, ну, как сравнить, балансировать информацию, которую ты получаешь. И так далее и тому подобное. То есть, опять, медиаплюрализм, вот действительно ценность как такова. И главное не запрещать, скажем, ну, если нет там, не знаю, языка ненависти или откровенно против законодательства идешь, но с другой стороны подойти, дать возможность самим людям выбора и критического мышления для возможности анализировать. То есть это подход Латвии, и, ну, я думаю, эта модель может работать хорошо и в других местах. И мы, как Латвия, кстати, очень вовлечены и передаем свой опыт и Молдове насчет стратегической коммуникации, насчет борьбы с дезинформацией и насчет усиления устойчивости
населения. И мы вот будем продолжать вот и контакты с профильными институциями, с гражданским обществом. И ну, посмотрим, я думаю, что есть хорошие перспективы и хорошего результата. В июле у нас будут проводиться досрочные выборы в парламент Молдовы. Вы знаете, да? Люди ждут изменений. Как вы считаете, произойдут ли эти изменения в Молдове после парламентских выборов? Ну, мы, конечно же, будем следить за выборами. Будут и у нас наблюдатели. Да? Мы, сотрудники посольства, будем наблюдать за ходом выборов. То есть главное, чтобы выборы были свободные, честные и прозрачные, и включающие. То есть это самое главное, что касается самого процесса. Конечно, ну, вы знаете, мы как Латвия проходили путь реформ, путь перемен, и мы видим результат вот на своем примере, и мы поддерживаем путь реформ, эффективных, устойчивых реформ и в Молдове. И, конечно, мы надеемся, что вот и новые политические силы, которые будут формировать новый парламент и правительство, тоже придадут первый приоритет именно пути устойчивым реформам, модернизации страны, выполнение соглашения договора об ассоциации между Евросоюзом и Молдовой. И главное, чтобы это было не, скажем так, формальные пункты или формальное направление. Главное, чтобы это действительно работало на благо людей, на повышение вот уровня жизни каждого гражданина, каждого жителя Молдовы. Это то, на что мы смотрим и на что мы надеемся после 11 июля. Спасибо. Скажите, как вы оцениваете евроинтеграционный путь Молдовы? Есть ли у нас в этом направлении сподвижки? Ну, опять, как говорится, с нашей точки зрения, мы путь проходили, и мы вот готовы и уже предоставляем разного рода помощь и поддержку этому пути. И, конечно, ну, это тот путь, который мы видим, ну, как самый эффективный и долгосрочный и для будущего Молдовы. Мне кажется, что достаточно много было вот за период прошлых лет, много было внимания уделено побочным вопросам, а может быть недостаточно вот действительно таким приоритетам, как реформирование правового сектора или же борьба с коррупцией, экономическое развитие, хорошее управление и так далее. Ну и если, скажем, говорить насчет правосудия, ну, я думаю, что очень-очень важно для судов, для сектора правосудия иметь и имидж объективного инструмента и прозрачного инструмента. Почему? Ну, по крайней мере, потому что, ну, скажем, иностранные инвесторы, как они принимают решения? Во-первых, они смотрят, какие есть стимулы, какие есть возможности нанимать работников, какие возможности продвижения бизнеса. Но в то же время, конечно, существуют ведь разного рода коммерциальные или экономические споры, дискуссии, скажем, где интересы не совпадают с кем-то другим. И тогда важно, чтобы местные суды были действительно объективные, прозрачные, процесс проходил объективным путем. Если этого нет,
ну, инвестор, наверное, подумает и примет решение, хочу ли я рисковать. И если ответ нет, это значит, инвестиции проходят мимо, это значит, экономическое развитие тоже снижается, и это значит, это отзывается на ежедневную жизнь, уровень жизни жителей страны. То есть тут эта цепочка ясна, и я думаю, это те приоритеты, где нужно побольше политической воли, строгой воли, чтобы это действительно продвигать во благо жителей страны. Угу. Ну и пандемия внесла коррективы во все сферы жизни. Какие вы видите плюсы и минусы, связанные с пандемией? У нас, к примеру, в Гагаузии многие боятся вакцинации. Как в Латвии люди вакцинируются? Как вы этот путь прошли? Или проходите тоже еще? Проходим. Конечно же, все еще этот путь проходим. Изначально, может быть, у нас был немножко медленный старт вакцинации, но сейчас он принимает вот действительно хорошие темпы и скорость. И где-то, по-моему, почти 25% населения вакцинированы. То есть приоритетные группы были в самом начале, и сейчас процесс вакцинации открыт для каждого желающего. У нас тоже, как и в множестве других стран, и даже и тут в соседней Румынии, и я знаю, что и в Молдове вот сейчас есть так называемые вакцинационные марафоны, которые помогают. Я думаю, очень хорошим примером стала вакцинация. Это уже было пару месяцев назад. Вакцинация самых высших должностных лиц, то есть и, ну, скажем так, с публичными посылками. Вот мы вакцинируемся и, ну, показываем пример. Я думаю, это тоже дало такое положительное русло в мыслях населения. Я сам, кстати, вакцинировался. Я это делал и тут в Молдове. Так что могу только сказать, и вот, все, как говорится, хорошо. И ну, могу только, ну, как говорится, и людям, которые смотрят, не боитесь на это. Вакцинация, ну, на данный момент уж точно самый лучший и самый прогрессивный элемент, самый эффективный элемент, чтобы пройти через пандемию и вернуться, насколько возможно, вот в ту жизнь, к которой мы привыкли. Что касается, я думаю, вот плюсов и минусов пандемии, конечно, я думаю, ну, каждый из нас чувствует какую-то усталость от вот этого нового образа жизни, который длится уже больше года. Но в то же время, и я как оптимист по своей сущности и настроению, я все-таки вижу и вот эти положительные стороны. Развитие технологий, новые пути предпринимателей, как достичь... И новые пути общения, даже сегодняшнее наше интервью. Вот именно. Хотя я бы с радостью и приехал и к вам, или, может быть, пригласил вас к нам в посольство в Кишинев. Я все-таки вижу это как положительный элемент. Или, скажем, наше умение каждого, я думаю, пользоваться разными видами технологий. Это умение усилилось за этот год, это уж точно. И мое умение личное тоже. Так что есть все-таки и вот эти положительные элементы. Пока что фокусируемся на это, делаем то, что мы можем. И уже через вакцинацию, я думаю, что нас ждет все-таки хорошее и ну, процветающее будущее. И обратно вот к персональному, к личному общению.
Ну, вы чуть опередили мой следующий вопрос, но все-таки я задам. Одна из последствий пандемии – это закрытие государств для въезда. Люди перестали свободно перемещаться, передвигаться, да и многие боятся. Как вы считаете, когда вот этот период закончится и вернемся ли мы когда-нибудь в прежний образ, как и было раньше? Ну, наверное, никогда не будет полностью, стопроцентно так, как было раньше, вчера, месяц или год назад. Я думаю, возможности вернуться. Но для этого мы должны сами поспособствовать этому. И, как я уже отметил, вакцинация – это тот путь, как вернуться к этому образу жизни, к личному общению без больших побочных рисков распространения конкретной вирусной инфекции. И тогда и вернутся возможности и авиарейсов, и туризма, и в другие страны, и в Молдову. И у Молдовы есть что показать, и есть вот такой потенциал громадный. Так что я думаю, если вот будет это содействие, мы, как жители, можем вот поспособствовать открытию и границ, и открытию разных возможностей. Я благодарю вас за интервью. Спасибо, что вы сегодня с нами так интересно побеседовали. Спасибо за возможность побеседовать. Я действительно считаю, что это очень важный элемент подойти вот к регионам и в вашем случае Гагаузии, ну, действительно региону, который мне очень нравится, который я очень, очень ценю. Так что спасибо еще раз, спасибо за вашу работу. Ну что ж, я благодарю вас за интервью. Нашим телезрителям желаю здоровья. Оставайтесь на канале АТВ и до скорой встречи в эфире.